вот вопрос, куда исчезает татарский народ и как он растворяется. По историческим свидетельствам, во времена Петра было примерно половина татар, половина русских в стране. А сейчас цифры все меньше и меньше, значит, татар. Недавно я встретился с одним студентом из МГИМО, который спрашивал у ребят, у которых татарское имя, фамилия: вы татары? Они говорят: нет, мы русские. Значит, вот видите, какими темпами идет ассимиляция. Это примерно половина вот этих ребят, которых он опросил. А дело в том, что не хватает национальной мотивации быть татарином. Быть татарином стало непрестижно. Как это, значит, как это преодолеть? Да и, в принципе, не только татар, в принципе, и россиян это всех касается. Необходимо, я считаю, что прежде всего научиться всем нам говорить правду в лицо. Правду. И только правду. Посмотрите, вся наша история замешана на лжи сплошной, на каких-то мифах, придуманных непонятными людьми. Эти мифы постоянно нас разделяют, разобщают, куда-то раскидывают в разные стороны. Вот. Ну вот история. Возьмем это географические названия. В географических названиях вот известный историк наш Нурахмат Хусаинов как раз показывает, что многие старые исторические названия вот, в стране, они имеют тюркские корни. И это не случайно. Не только в стране, кстати, и за ее пределами. Откуда это все появилось? Значит, эта история забытая. Я помню, однажды был в Риме. Так вот, там примерно этажа на 4 на 5 все зарыто землею. Сейчас раскапывают эти здания. Значит, была какая-то еще древняя история, которую надо бы открыть. Она запрятана. Петербург, как известно, строился тоже не на пустом месте. Вот. Не мог Петр за 10 лет построить такой огромный город. Вот. И если посмотреть историю наших городов, так вот возьмем Буденнов, кстати говоря. А это город древнейший, ордынский город. Там находились, значит, следы водопровода еще, понимаете, сработанного в период Золотой Орды, а может быть и раньше. Вот. Поэтому у меня единственный совет и для всех нас: давайте, хватит врать, давайте научимся говорить правду. Вот с этого надо начинать. Не бояться говорить эту правду в лицо всем подряд и спрашивать справедливого ответа с наших депутатов, с наших властей и самих себя прежде всего. Постоянно задают вопросы, что сделать так, чтобы наша татарская молодежь не потерялась, не растворилась в этом огромном мегаполисе под названием Москва. Лет 30 назад я впервые в Москве создал молодежный клуб, татарский молодежный клуб «Мирас», что с арабского переводится «наследие». И мы начали каждое воскресенье в Москве проводить мероприятия, вечера общения и знакомств для татарской молодежи. Мы арендовали дома культуры, дворцы культуры. Первый дом культуры был автомобилистов рядом с Казанским вокзалом. Да как-то Пурим Эдуард Романович был такой директор по национальности еврей, сочувствующий татарам. И, в общем, у нас как раз вся молодежь, которая приехала в Москву из сельских мест на заработки, на учебу. И вот вся татарская молодежь собиралась каждое воскресенье на эти вечера общения и знакомств. Многие переженились. Собиралось порядка от 2 до 3 тысяч молодежи каждое воскресенье. Все как бы организовано было. Звучала татарская мелодия, выступали татарские артисты, мы из Казани приглашали артистов. Сейчас это все потерялось почему-то, ну, как бы я вырос, а вину чувствую, что преемственности поколений не получилось. То есть я не передал свое дело кому-то более молодому. Вот. Это наша беда общая, именно руководителей татар, что мы как бы... Пока мы есть, значит, все функционирует. Как нас нет, то все уходит на нет. Вот. И поэтому в данной ситуации у нас есть в центре Москвы дом Асадулаева, это татарский культурный центр, 3000 квадратных метров. Этот дом передавался под открытие элитной татарской гимназии
И по выходным он должен был работать как культурный общественный центр. И мы думали, что это будет центром возрождения татарской общины Москвы. Это была бы кузница интеллектуальной татарской молодежи и центр общения взрослых татар. За 18 лет этот дом не стал центром общения, притяжения татар. Там единственная самодеятельность выступает, но она выступает 2 раза в месяц. И это просто, я считаю, преступление. Такое здание, 3000 квадратных метров, так бестолково татарами Москвы используется. Но я думаю, все-таки те, кто получал дом, это у нас знаменитый Расим Сулейманович Акчурин, генерал-полковник. Вот, может быть, он все-таки исправит ошибку и доведет дело до логического финала, что действительно там откроется, пусть даже частная татарская гимназия, и по выходным как культурный общественный центр. Сохранить свою культуру, обычаи, традиции для каждого народа – это очень важно. И взрослые, пожилые, старшие, наши родители должны обучать нас, молодых, с детства. Кухню, у нас своеобразно отличается от других. Одежды, наряды, праздники, как мы встречаем какие-то события. Допустим, тот же свататься, начиная с самого начала, свадьба, деторождения и другие, как отличительные наши черты, должны сохраниться, я считаю. Я замечаю, что очень многие молодые, к сожалению, не знают, они даже иногда стесняются своих корней, они не знают татарский язык. Я считаю, что это неправильно. Мне кажется, мы должны знать, потому что если мы знаем прошлое, мы и в будущем сохраним свою мощь, свою силу, свою идентичность. Знаете, как я бы сделал фильмы, клипы, какую-то индустрию, чтобы по всему миру знали, что есть татары. Есть русские, есть, весь мир знает, а есть татары, почему бы нет? Стать знаменитым чем-то, поднять индустрию, медиа, шоу-бизнес, как-то, чтобы мир о нас узнал. У меня, например, сейчас актуальный вопрос – это учеба детей. В Москве очень произошла деградация государственного образования в школах. Я, например, своих детей сейчас был вынужден забрать из школы, я начал обучать их дома. Очень серьезная тема, необходимая всем нам. Допустим, эту тему, если взять самой главной, а на самом деле так и есть, потому что дети – это наше будущее, это наш язык, наша культура, наши представители в структурах, в государственных структурах. И если наш народ будет образованный, то и наши люди, татары, будут больше присутствовать во всех этих представительских органах. Это очень важный вопрос, и поэтому, если, допустим, штаб татар уделил этому направлению особое внимание, то, мне кажется, это было бы очень, естественно, во-первых, необходимо, и потом, мне кажется, большая благодарность была бы от населения татар, Москвы. Это была бы реальная такая помощь, очень острая необходимость сейчас на сегодняшний день.